Жамағат, декабрь айында, шушы мәчетте, Ак мәчетте семинар болды. Шушы конференция типындағы зор семинар. Мына шул семинарда ясаганда кыладымда мен түрки халыкларының қойда, ең бұрынғы ватаны қойда болған деген темаға доклад ясадым. Исегезге төшерәм. Мен китап язган кеше Прототюрки деген китап, аларның бұрынғы ватаны кайда булган, бұрынғы нинди төрки кабилеләр булган, аларның телләре нинди булган, һәм алы менә шушыларны бөтенесен иченә алган китап ул. Һәм кыскасы мен ул докладымда шундый фикергә килүемне әйттем. Безнең төрки бабаларыбызның иң бұрынғы ватаны Алгы Азияда булган, Передний Азия, якын Көнчыгыш. Хәзерге Урта Азия, Урта диңгез буендагы территориялар, Месопотамия, Тигр Ефрат елгаларының ике арасы. Аннан соң Иранның территорияның бер өлеше, Кече Азия. Кыскасы һәм минең Египет өлеше дә шунда керә. Менә шушындагы халыклар, инде Европа халыклары, аннан соң башка халыклар. Менә шушы ареалда безнең бабаларыбызның бұрынғы көпчә кабиләләре аралашып яшәп, әкренләп җиңеп чыгып, шуннан әкренләп алар иммиграция күчеш рәвешендә Көнчыгышка таба күчә башлыйлар. Менә шуны Урта Азияга үтеп керәләр, Үзәк Азияга үтеп керәләр, Төньяк Кытай территориясеннән Алтайга, Урал территорияларына үтеп керәләр. Кыскасы, минем килгән фикерем шул, мин ничек күктән алып ясалган фикер түгел бу. Минем теге китапта китерелгән анда 800дән артык фәнни хезмәт. Төрле өлкәләргә карый торган, анда мифология да бар, археология да бар, антропология да бар, һәм башкалар. Шуларга таянып, һәм иң көчле дәлил тел. Милләтне, халыкны билгели торган. Мин менә шушы телне өйрәнүгә алындым. Һәм безнең ирага кадәр 4000-5000 елларда шушы Передний Азия территориясында яшәгән, ягъни безнең мөселман дине бездә шул яктан килгән бит инде. Менә шунда яшәгән халыкларның телен өйрәнергә туры килде. Һәм мин 1000дән артык сүз таптым. Шушы 4000-5000 ел электән килә торган. Бер кемдә телчеләр игътибардан төшеп калган телләр, төрки сүзләр безнең. Шуңа күрә безнең саташып яталар галимнәрнең бер өлеше имеш безнең бабаларыбызның иң бұрынғы ватаны Алтай булган. Без Алтайдан чыкканбыз ди. Асылда безнең тарихыбыз, бабаларыбызның тарихы, төрки халыкларының тарихы ике өлешкә бүленә, ике чорга бүленә. Беренче чор ана шул Передний Азия ягы, ягъни Урта диңгез буе территория, шушы шундай формалашканнар, һәм бу булсабаның бер чоры, һәм шуннан алар Көнчыгышка күчкәннәр. Кичничек Европа кыяфәтле булганнар алар, һәм төрки халыкларының бер өлеше әкренләп Монгол кабилеләре белән нитеп монголоид кыяфәт алган кайберләре, анда ялкутлар, тутувалар, хаккаслар һәм ниләр дигәндәй. Кыскасы, менә шушы икенче чорына бәйләнешле, димәк, Алгы Азиядан бунда күчеп килгән нинди кабилеләр безнең, нинди халыклар безнең бұрынғы бабаларыбыз булган икенче чорында. Менә шушы турда булачак минем бу докладым. Ул белгиле бик зур материал, мин анда үзекләр рәвешендә кыскартып сөйләргә мәҗбүрмен. Һәм тел төп факт булганлыктан мин телгә игътибар итәчәкмен. Безнең менә бу сез ишетә беләсез, безнең бабаларыбыз хуннар булганнар, сөннәр булганнар дип карау бар. Һәм шулардан гына чыгаралар безнең иң бұрынғы тарихны. Алар асылда күченеп килгән халыклар, кабиләләр алар. Һәм менә мин шуларның телен өйрәндем. Кыскасы бу хуннар ныклап өйрәнелмәгән. Тенишев дигән безнең атаклы телче
татар галимimiz var Moskov'da. Mine ol Yazaki Narod Biri degan kitapta Hun babalarımızın tili turunda yaza, onların tilinde bütünüsü 7 söz getirgen ol. 7 söz, zor galim, 7 söz. Şuna göre bu zor ötep kürünü sırada nıklap tilen bu temaga hemen 100'den artık ala kuvret olmasa Hun sözlerini aktarıp çıkarına doğru geldi. Bu bahaslı tema idi. İmiş bu Hunlar bizim babalarımız Türkiye halk bilmagan, onlar ket yani yenisi tiline kirgenler deyip karışlar var idi. Hatta Slavyan deyip karışlar var idi. Mana şuların bütünüsün kiri qagatırgan til fakıtları, men şu çıkırtap turgan til fakıtları asılda bu Hun sün babalarımız bizden Allah'tan Kıtay'da yaşaganlar. Ondan sonra köçkenler Mongolia territoriyasına, hem bu yakada köçüp kelgenler Kafkaz territoriyalarına, bizge de ötüp kirgenler. Mana şolar turunda men kıskaçagına sözüm şolar turunda olacak. Kitabım benim Rus tilinde yazıldı. Ne için degende? Çünkü bu bütün Türkiye halklarımız Tatargına tugul bitinde. Bu öğrenilmegen bulganlıktan başka Türkiye halkları da bilsinler özünün tarihini deyip men Rusça yazarına to'g'ri keldi. Hemen şundan alıngan kıskaçagına ölüşün sizin itibarınızga yetkirasım keler. Согласно китайским источникам и исследованиям востоковедов, генезис и ранние истории Хуннар, bizim babalarımızın Кытайлар Хунну деп кеткен ана. Хунну напрямую связан с древней историей Китая. Древнекитайский историк Сын Сян bizden geri kadar ikinci asırda yaşayan, начинает изложение ранней истории Китая с эпохи правления 5 государств, императоров, за которые следовали 3 династии Ся, Шань, Инь и Шижоу. Под именем Хан Юй и Хун Юй, Сань Цюн Юй, наши предки Хунну были известны китайцам еще во время существования династии Ся, то есть с 3-го и 2-го тысячелетия до нашей эры. 3000 yılda bizim geri kadar bilgili bulganlar var. Наименование же Хунну появилось во второй половине династии Сянь. Это 225-206 годы до нашей эры. Известный современный синолог Думан пишет, что анализ китайских источников позволяет с большим основанием сделать вывод, что Гайфун, Цянь-Юй и Хунну – это само название одного и того же племени, принимавшиеся в различные эпохи, применявшие различные эпохи. Что касается терминов Жун, Ди, то они представляют своеобразные прозвища, данные китайцами этому же племени, Сянь-Юнь, которые позже стали называться Сюнну, Хунну. Как справедливо считает исследователь Крюков, Сафронов, Чебоксаров, уместно поставить вопрос о вероятном этническом родстве жуннов-хуннов и чжоусов китайской династии. Беренштам в своем исследовании также подчеркивает, что династия Чжоу, Чжоу деген династиясы 2000 жылда біздің 2 жылға kadar Чжоу не было чисто китайского происхождения, и что китайский историк Мэн Цзэ склонен называть основателя династии Чжоуса Винвана западным варваром, происходившим от Сянь-Юй, то есть предков хуннов. По версии вышеуказанных авторов, Чжоусы находились по крови и языку родственных отношений с жуннами. Вот слова предводителя жуннов Чжоуши, высказанные им в 559 году до нашей эры. Мы, его слова, мы жунны отличаемся от хуа, то есть это название китайцев,
отличаемся в пище, одежде и говорим на другом языке. Демек, кытайлар болмаганнар. На наш взгляд, право именно те китайские ученые, которые отождествляют джуннов с хуннами или сюнну, а также американский востоковед, синолог Эйберхард, который считает чжоусов, то есть это предки суннов, по языку и происхождению тюрками. Он, в частности, пишет, Америка Валерия пишет, в середине XI века до нашей эры племена, обитавшие на западе царства династии Шань, создали федерацию Чжоу. Новая федерация состояла из племен частично тюркского происхождения и частично тибетских племенных объединений. Сами чжоусы, по-видимому, были тюркского рода. Длительный симбиоз с царством Шан оказал на них сильное влияние. Они переняли много шанских обычаев и даже язык, хотя они уже не были больше кочевниками, сохранили все те же, та же часть своего тюркского наследия. Demek, Kurası Kıtayların Şirau dinastiyası Türküler var, bizim babalarımız tarafından tudurulgan deyip oralar. Далее Эберхард описывает роль чжоусов в создании первых китайских городов и их кочевнические обычаи, которые получили своеобразное продолжение в новых условиях. В частности, Эберхард пишет, что весной они большим караваном поднимались в горы и проводили лето на летних пастбищах, а осенью снова возвращались на равнины в зимний период или укрепленный город. Проживавшие ныне на юге Китая инородцев Яо Мяо деген халық, Қытайның құдияғын бешінші қадырда исәлер китайцы считают потомками древних чжоусов. И в Китае большинство языковедов склонны думать, что они представляют особую группу в составе китайской тибетской семьи, большая часть которых переселились на юг еще в 500 веке до нашей эры. В данном случае нас интересовали сохранившиеся хунско-тюркские и яомяевские общие схожие слова, восходящие, по всей вероятности, периода династии чжоусов. Перечислим часть из них. Тау, это у них гора, у тюрков тоже Тау, гора. Тянкин, небо у них, Тенгри, у тюрков тоже небо. Кой, солнце у них, у тюрков койош, тоже солнце. У них луна, у нас тоже луна. Брау, нос, у нас тоже нос. Правая сторона, у нас тоже правая сторона. У нас якин близкий. Ма, отрицание. Барма, койтма, барама. У них отрицательные частицы, и у нас тоже отрицательные частицы. У них, например, янгма. Хорошо ли? У нас яхшима. Хорошо кормили. Биш. Мы, у них без мы, тоже мы у нас. Дальше. Тогар, восток, у них тоже восток. Кабак, у нас тыква, каба, у них тоже тыква. Мин, человек, у них мин, человек. На старотистских языках мень тоже человек. Биш, 5, у нас тоже без 5. Ой,
у них спать, у нас ую, только спать тоже. И так далее, и так далее. Видите, это фактически отделились до нашей эры, еще до нашей эры, 500 веков, они на юге только не общаются, а у них языки сохранились наши слова. Это фактически считается потомками чужовцев, а чужовцев, я сказал, что подразумеваются, это предки, были нашими предками. Вот они, у них и сохранились эти слова. Большинство этих слов, за малым исключением, скорее всего, являются ранними тюркизмами. Мы считаем, что эти сохранившие до наших дней языковые параллели проливают свет на тюркскую природу раннего жуно-чужовско-сюнского языка, включая его диалекты. Не могу не добавить еще один веский аргумент в пользу того, что названные жунами иди племена действительно представляли с хуннами единую народность. Мы имеем в виду пророческие слова великого китайского философа Кун Цзы, основоположника конфуцианства, высказанные им по поводу изгнания в 662 году до нашей эры шанжунов за пределы Китая. Если эти победы, это его слова, если эта победа нам, пожалуй, пришлось бы, если не эта победа, пожалуй, пришлось бы ходить непричесанными, застегивая одежду налево и испытать иноплеменное господство. В связи с этим высказыванием необходимо подчеркнуть, что в отличие от обычных китайцев, верхняя полуодежда именно у хунну и древних тюрков запахивались налево. Есіңізге түсіріңіз, мына бұрынғы портретларына қарап, татарлар түскен. 20 жылға қадар біздің бабаларым татарларының костюмдары сол жаққа іліктірілген. Бұл бұрынғыдан келе тұрған. Біздің миллилікнің белгілей тұрған бір сифат бұл. Миллилікнің белгілей тұрған. Сол жаққа. Енді бұл жаққа, Европадан кірген бұл жаққа, ол жаққа іліктіріп. Демек, көресіз, бізде, әгерде алар бізді несе, біз сол жаққа іліктіріп күшкен болар ек бізде. Шерстін тарам ерген болар ек дейді. Кроме того, в Чужове говорится о том, что тюрки распускают волосы, в отличие от китайцев, укладывающих волосы на макушке. Автор истории Акбан Майсикаганский называет тюрков звероподобным, златолюбивым народом косеносцев. Эти особенности, а именно левосторонний запах одежды, распускание волос, ношение на кос, отличительные этнические признаки у тюркских народов. Очень, кстати, в данный момент интересны языковые факты, извлеченные известным синологом китайским по языку ученый, Таскиным из Чжауши, памятника, относящегося к периоду 700-400 до нашей эры. Эти факты представляют название лошадей, преподнесенных соседними некитайскими владениями и в качестве даров Чижовскому Увану, царю, после постройки столицы Чирэншоу. Приведем эти названия, которые проникли к китайцам вместе с дарами от их северных соседей, жунов иди. Жуны иди, гуннар, bizim babalarımız, ikinci isimleri yine. Babaların isimleri, getirgen ortağın isimleri. Katir, древний тюркский Катир, азербайджанский Гатир, казахский Кашир, татарский Кашир, мол, түркі сөз. Біздің ераға қадар 5 жыл кірген. Тоату, низкорослая горная лошадь, даванская или туранская лошадь и другие. Исходя из указанных от Сүтінің Передней Азиядан, біздің 5 жылдан, 5000 жылдан кірген шықлаған көзғанды айтқан еді білсе. Исходя из указанных и дополненных, точнее
уточненных нами лексических соответствий Таски приходит к выводу, что китайцы заимствовали эти слова непосредственно не от Сюнну, а от их предшественников, живущих на севере и северо-западе. Сами китайцы лошадей не разводили и пользовались для обозначения животных теми же названием, что и у Сюнну. В заключение Таскин приводит обнаруженные до него шансу слова, встречающиеся как в языке Сюнну, так и в языке их предшественников. Это слово кинтли, значение драгоценный меч, которым после победы над Ин Чжоуский Иван отрубил последнему инскому правителю Чжоу синюю голову. Хирт отождествлял эти слова с тюркским кинграк, обоюдно острый нож, кинжал, зафиксированный под 47 годом до нашей эры, в том же значении у Сюнну, который он считает за самые древние, относящиеся к 12 веке до нашей эры, тюркские слова, зарегистрированные в китайских письменных источниках. Здесь заодно весьма уместно приводить хунско-тюркские и китайские лексические параллели, большинство из которых по традиции считаются китаизмами. Вот часть из них. Пить, бищик, книга, бищик. Bunu Қытайдан кірген деп сабылар, бұл сөзіне, ғалимдар. Иміш, ол Қытайның бит сөзі кисточка болған, кисточка білен жазғандар қалар, шул сөзден кисточкалар алынған деп. Асылда бұл біш деген сөз, пішақ, бізде ұлтамыз сақылған. Шушы пішақ білен ойып яза тұрған болған ташқан еге, біле шушырдан кірген өзі біздің сөзі ол никакой Қытайның кисточка сөзі шыл. Кик, китайская песня. Ки, у нас тоже песня, мелодия. Тан, утро, тон, китайская, тон, дан, утро. Восход солнца, тон, утро, восход солнца у нас. Шуй, вода китайцев, сув, вот у тюрков вода тоже самое. Кам, шаман, и китайцев тоже самое. И так далее. Чен верный. Чен, истина, чен, верный. Шу аттан келер. Ondan soң металлический сосуд Қытайларда. Шойын, бізде шугун. Бақшы Қытайларда. Мастер, учитель, бақшы бізде сказатель. Ondan soң қазір тағын Чар, песня, чар, песня, оларда Қытай бізде жыр песня. Значит, тағын, тәңри, оларда небо, тәңри бізде небо шулай. Онан шоңына гіне тәңри Алла сөзіге салған деген. Сонан ши, Қытайларда сырой, сыры, бізде де сырой, ши шулай. Шаң, Қытайларда шоң, колокол, бізде шаң, колокол. И так далее. Қытайларда кис, жина, қыз, бізде шолат жина, қыз мағынасында. Мұна бұл сөздерді көп давам етерген кейін инский язмаларда тағын нелермінді. Сын, жин деген сөз оларда человек мағынасында. Бізде сын, шуашларда человек мағынасында. Зон, шон, якутларда, паққасларда халық мағынасында. Көресіз, сол, Қытайларда сол мағынасында левая сторона, у нас тоже самый сол. Көресіз, ғайшап Қытайларда біздің сөздер, ана шул шыжаулардан қалған сөздер болып жатыр солар. Аны көресіз. Бойыбырларны. Надо особо подчеркнуть, что часть этих проформ Тэнгри, Су, Тимир, Иш, Ир, Ки и так далее восходит к ареалу Ближнего Востока,
и Передней Азии, откуда вышли прототюрки. Архаическая часть вышеназванного перечня, содержащие древнейшие китайско-тюркские лексические суждения, а также названия лошадей, перечисленных до этого, все вкупе, вероятно всего, составляют средиземноморской и палеотюркско-хунский субстрат, сохранившийся незапамятных времен в составе китайского словарного фонда. Кроме прочего, изложенные факты и лексические материалы еще раз подтверждают, что участвующие в этногенезе китайцы под различным названием Жона и Ди, равным образом и их преемники Хунну-Сюнну действительно относились к тюркской языковой семьи и оставили несгладимый след истории и языки смешавшихся или контактирующих с ними народов. Для окончательного, вернее, более убедительного подтверждения тюркоязычных основного массива хунну-гуннов необходимо остановиться на версии якобы о китаязычности. Англия полиблемик алар имеш кет халыклар булганнар, ягъни икенче халык булганнар дип аңлатмакчы була. Дёрфер ул бөтенләй аларның төрки халык булуын инкар итә немец. Мин аларында пухпыра китереп нитер җиңәргә туры килде. Шул Дёрфер дигән галим махсус рәвештә Türkçe sözlerine itibar düşürüp kaldırır. Min Allah'ın razı ettim. Aklan itibar etmegen, bunların bu tap kalgan, kam degen söz bizde, şaman degen söz. Şu şaman, bu Türkiye'de dilde bulgan, imiş Türkiye'lerde şamanlar bulmagan deyip, getirmekçi ola diyor. Min Türkiye'lerde şaman bulu turunda, çıganaklardan getirdim, Türkiye'lerde şamanlar bulgan, kışkırıp tırıp, tarihi fakitlerini boza hemen bizden babalarımızı imkar iterge bilen şoğlanırlar. Hadi bitirelim tezden. Весьма интересно и показательно то, что ряд известных хунско-тюркских лексико-семантических схождений, проанализированные нами, берет начало из первоначальной прародины Тюрко-Ближнего Востока. Иначе говоря, эти параллельные проформы выступают по существу как исконная или инновационная лексика тюркского языка. Поэтому вполне естественно, и это нельзя забывать, что по всеобщему признанию китайской историографии тюркский язык является прямым наследником хунно-гунского. И мы бы еще добавили через него, по большому счету, сложившегося и протюркского языка, сложившегося в Передней Азии, которого нам удалось нащупать. Olga Aziyadan kelgan edi. Olga Aziyadan kelgan o xotinlarning mingdan ortiq so'zin oshiqlarga to'g'ri keldi. Turli chig'anoqlardan aqtarib. Qadrga qo'ytiram. Спрашивается, разве выделенные в хунно-гунском языке учеными ряда поколений такие тюркизмы, как Тенгрей, Текин, небо, Бог, Хатыр, мул, от, лошадь, название гунских родов Куян, заяц, Туга, козел, ойран, напиток из кислого святого коровьего молока, Сагадак, Колчан, Сапог, Кам, Шаман, Тигин, принц, Мадун, имя правителя хуннов, Хелен, Баба, уважительное обращение к старшему. Мы вправе априорно игнорировать. Это наши слова. Используя случаем считаю необходимым привести примеры из числа хунско-гунских объединенных имен, расшифрованных на тюркском языке. При этом надо учесть, что эти имена переданы на готском, греческом, латинском языках в какой-то степени искаженном виде. Атилла, Ота, Илле, его, имя его имеющее государство. Я шулай, я Атлух, Түркисүлдә знаменитый, знатный, славный дигән сүз. Иркә, атыны, атыларын Иркә дип аталган, һәм башкалар, бер улы Диңгезик дип аталган, һәм башкаларны әйтеп бетермим.